Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 40-й хадис. Этот хадис приводит Муаз ибн Джабаль, радиаллаху анху. Каля, сказал он, каля ли расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мафатихуль джаннати шахадату ан ла иляха илляллах. Ключами рая являются шахадату ан ла иляха илляллах, свидетельство того, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. Этот хадис приводится в сборнике имама Ахмада. Сказал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мафатихуль джаннати, ключами рая является шахадату, свидетельство ан ла иляха илляллах, то, что нету Бога, свидетельство того, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. Здесь Муаз бин Джабаль говорит, «Каля ли Расулуллах», сказал мне посланник Аллаха. В этом есть указание на то, что это он сказал ему, когда они находились вдвоем, только вдвоем, или указание на то, что именно Муазу, это слово было именно сказано Муазу ибн Джабалю, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говоря это, именно обращался именно к нему. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, мафатихуль джанна, ключи, во множественном числе, ключи рая. Шахадату ан ля иляха илляллах, свидетельство. Свидетельство является ключами рая. Ключи — это множественное число, свидетельство приходит в единственном числе. И чтобы объяснить, почему именно так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, почему он не сказал ключом рая является свидетельство ля иляха илляллах, а сказал именно ключами рая является свидетельство того, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. И Таиби сказал, здесь имеется в виду то, что ключ, он состоит из самого основной составляющей и из зубов, которые открывают дверь, которые именно являются причиной того, что дверь будет открыта. И вот эти зубчики этого ключа, это являются, говорит, праведные дела. Праведные дела. Хия каль аснануль мафатих. То есть праведные дела, после того, как человек произнес свидетельство, а свидетельство требует того, чтобы человек совершал праведные дела. И вот эти праведные дела, это является, в свою очередь, как аснан, как вот зубчики этого ключа. И как будто бы каждый зубчик является как будто отдельный ключ. Как будто бы каждый зубчик — это как будто бы отдельный ключ. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, указывает здесь на важность дел, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на важность дел. И поэтому объяснил каждый зубчик, как будто он является отдельным ключом. Другое мнение, тут имеется в виду под словом шахада, свидетельство, не одно свидетельство, а имеется в виду свидетельство каждого человека по отдельности. То есть можно перевести так, каждое свидетельство того, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, является ключами рая. Так как людей много, соответственно, у каждого этого человека будет свидетельство, и этих свидетельств будет много, и значит ключей будет много. И свидетельство каждого человека является мифтах, является ключом, чтобы он вошел в рай или в начале, или интихаан, или в конце. То есть или человек будет, после того, как скажет свидетельство, или он будет праведником, будет придерживаться этого слова и не будет нарушать того, что требует это слово, и войдет в рай без того, чтобы быть наказанным, или он будет совершать какие-то грехи и ответит
за эти грехи наказанием в огне, но все равно попадет в рай. Что касается дел, то дела это, говорит, лираф и дараджат, это для того, чтобы поднять степень людей, то есть ключ свидетельства произносит человек и заходит этим в рай, и потом его ступеня в раю зависит уже от того, сколько дел он сделал. Другой смысл, третий смысл, сказали ученые, или так как свидетельство является ключом дверей рая, а мы знаем, что у рая не один дверь, а много дверей, и как будто бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, раз этот ключ подходит для каждой двери, но, естественно, зубчик будет у двери поста свой зубчик, у двери другой свой зубчик, но сам ключ-то будет один и тот же, свидетельство. И как будто бы это, говорит, это является, раз он является ключом для дверей рая, то как будто бы он является ключами. Одно свидетельство, один ключ является ключами. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, именно сказал «мафатихуль джанна» – ключами рая. Является свидетельство того, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил свидетельство с ключами, и потом убрал это сравнение, и на место сравнения сразу вставил слово «ключи». И сказал, ключами рая является свидетельство. Так как ключ является причиной того, что человек сможет зайти через дверь, также и свидетельство является причиной того, что человек войдет в рай, откроет двери рая. Следующий хадис, 41 хадис, приводится от Усмана ибн Аффана, рады Аллаху анху. Он сказал: «Инна риджалян мин асхабин набии саллаллаху алейхи вассалям хинна туфия». То, что люди из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был упокоен, то есть Аллах субхану ва тааля, когда забрал его душу, хазину алейхи, опечалились. То есть были люди из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах субхану ва тааля, забрал его душу, хазину алейхи, то есть очень сильно опечалились. Насколько, он говорит, хатта када ба'духум ювасвису. Дошло до того, что некоторым из них было то, что некоторые из них дошли до того, что их нафс пытался вывести их из религии. Так как, когда приводят то, что после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, люди настолько опечалились, что некоторые даже начали отрицать этого и сказали, не может быть, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог умереть. Некоторые оставили религию. То есть это до того сложное было положение, и тут Аллах субхану ва тааля показал достоинство Абу Бакра именно в этом положении. Так как Абу Бакр был крепок и первым из тех, кто именно вышел и сказал то, что привел аят и сообщил то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, и мусульмане должны смириться с этим. И вот тут Осман рассказывает то, что вот были люди, которые, говорят, дошли до того, что чтобы в их души начал заходить васваса. Васваса такое, которое требовало прекращения религии, то, чтобы человек вышел из религии, покинул религию, или чтобы его нур шариата, который в нем был, погас. «Вакунту минхум», и я был среди них, говорит, среди таких людей, которые очень сильно опечалились. «Фабайна ана джалисун марра алейя Умар». И когда я сидел, в одно время, то есть раздумывая о смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть для него это было тяжело,
я сидел и раздумывал. Марра алейя Умар. Прошелся рядом со мной Умар бин Хаттаб. Васалляма. Фалям ашур бих. И он дал мне салям, сказал мне ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух, то есть дал салям, однако я не почувствовал это. То есть не почувствовал того, что он прошелся вообще рядом со мной, и не почувствовал того, что он дал салям. И Умар бин Хаттаб, так как Усман, он говорит Усману салям, дает салям, а Усман бин Аффан не возвращает ему, он пожаловался, Умар бин Хаттаб пожаловался Абу Бакру. И Абу Бакр, рады Аллаху анху, с Умаром бин Хаттабом, рады Аллаху анху, пришли к Усману, дали салям, и Усман возвратил им салям. То есть сказал ва алейкум ассалям. И Абу Бакр сказал: «Ма хамаляка аля ан ла турадда аля ахик Умара салямаху». И он сказал: «Ма хамаляка аля ан ла турадда». Что заставило тебя, почему ты, по какой причине ты не возвратил салям своему брату Умару? Культу ма фаальту. Я сказал, я не делал этого. То есть не было такого, чтобы я не возвращал ему салямы. И Умар бин Хаттаб говорит: «Баля, клянусь Аллахом, валлахи, лякад фаальта». Клянусь Аллахом, ты сделал это. Я прошелся рядом с тобой, дал тебе салям, а ты мне не ответил. И Усман бин Аффан говорит: «Культу валлахи ма». Говорит: я клянусь Аллахом, я не почувствовал аннака марарта валя салямта. Я не почувствовал то, что ты прошелся рядом со мной, и то, что ты дал мне салям. То есть даже он, может быть, увидел Умар бин Хаттаба, но такое состояние человека, что он не почувствовал. Увидеть это одно, а человек может быть в раздумьях, то есть глаза видят, а разум не воспринимает. И Абу Бакр сказал, Усман сказал правду, то есть он оправдался. Не может быть, чтобы Усман соврал. «Кад шагаляка ан залика амрун». И говорит, ты это не сделал, потому что что-то, о чем-то ты переживал. И факульту аджаль, я сказал да. И он сказал, что это? И я сказал, таваффаллаху та'аля набияху. Аллах субханаху ва та'аля забрал своего пророка, забрал душу своего пророка, кабля ан нас'аляху ан наджатиль хазиль амр. Прежде чем мы спросили, Аллах субханаху ва та'аля забрал душу пророка, упокоил пророка, прежде чем мы спросили его о спасении этого дела. И Абу Бакр сказал, я спросил его про это. Факумту илейхи ва культу ляху. И я встал и сказал, би аби анта ва умми. Пускай мой отец и моя мать будет заменой для тебя. Анта ахакку биха. Ты более достоин, чтобы спросить этот вопрос. То есть ты тот из людей, который опережал нас, и это естественно, что ты достоин, чтобы опередить нас в этом вопросе. И Абу Бакр сказал, о посланник Аллаха, в чем спасение этого дела, или в чем спасение от этого положения? По-разному можно перевести. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман кабиля минни аль-калимата», кто примет от меня слово, которое я предоставил, аллати аратту аля амми, которое я предоставил своему дяде, чтобы он его сказал, фараддаха фахия лаху наджатун, и он принял это слово после того, как я ему предложил, то есть «Ман кабиля минни калимата аллати аратту аля амми фараддаха», кто примет от меня слово, которое я предоставил своему дяде, и которое он не принял, фахия ляху наджатун, то вот это слово будет для него спасением.
Какое он слово? Сказал своему дяде, который 70 лет прожил в куфре, сказал: скажи ля иляха илля Аллах, и я буду заступником. Скажи одно слово, и я буду заступником. Его дядя был убежден в этих словах. Он знал, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. Он знал, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является пророком. Однако не говорил этого языком. Если бы он один раз хотя бы произнес бы это, то вот это слово стало бы спасением ему. Спасением ему. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был бы его заступником в судный день. То есть тут Усман бин Аффан, когда спрашивает о спасении этого дела, имеется в виду то, что человек, когда живет в этой жизни, к нему приходит обольщение шайтана, любовь к миру и шахваты, желание совершать грехи, последствия грехов. И вот это все может человека погубить. И Усман бин Аффан спрашивает, как спастись вот из этого. То есть столько вещей. Также есть шайтан, обольщение шайтана. Есть любовь к миру, к дунья. Так как человеческое тело создано из земли, и значит тянется к земле. Также есть шахаваты, желания. Человек совершает грехи. А раз совершает грехи, у них есть последствия у этих грехов. И как же спастись от этого? И пророк, и Умар бин Абу Бакр, рады Аллаху анху, опередил всех сподвижников и спросил про это. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто примет слово, которое я предоставил своему дяде, предложил сказать своему дяде, фараддаха, и он не принял ее, так как Аллах субхану ва тааля сказал пророку: «Иннака ля тахди ман ахбабта», поясни, ты не сможешь вести прямым путем того, кого захочешь. Однако Аллах ведет прямым пути того, кого захочет. Имеется в виду то, что Аллах субхану ва тааля наставляет на ислам, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, показывает, что есть ислам, а Аллах субхану ва тааля уже дает сердцам людей вот этот ислам, то есть наставляет людей на ислам. Следующий хадис, 42-й хадис. Это хадис приводится от сподвижника Аль-Микдад ибн Аль-Асвад. Его так-то имя Аль-Микдад ибн Амр. Однако Ибн Аль-Асвад назвался или потому, что он был союзником его, или потому, что он рос в его доме, или потому, что вот этот Ибн Аль-Асвад усыновил его. И этот сподвижник был 6-м человеком, который принял ислам. От него очень много хадисов также приводится. Был похоронен на расстоянии 3 миль от Медины, от города Медины. Вернее, умер там, а потом его люди оттуда привезли в Бакия и похоронили в Бакия. Это было в 73 году, ему было 90 лет. И он сказал то, что он слышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда тот говорил: «Ля ябка аля захриль ард бейту мадарин валя вабрин илля адхаляху Аллаху калимат аль-ислам». Не останется на земле дом мадар. Мадар – это кирпич, то есть дом, сделанный из кирпичей, из глины, из земли. Вабр – это дом, сделанный из шерсти, то есть из шкур, или там у арабов раньше было именно из шерсти сделано, из волос верблюда.
То есть тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хочет, что? Пример просто приводит. Не останется ни один дом на земле, кроме как Аллах Субхану ва Тааля ведет слово ислама. Ведет слово ислама в этот дом. То есть ислам, он не останется только на полуострове, а распространится по всей земле. Все люди будут знать об исламе. Би'иззи азизин ва дулли далилин. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и это слово он ведет в дом, и возвеличивается человек. Посредством этого слова возвеличится человек, или будет унижен униженный, или возвеличится возвеличенный, или унижится униженный. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Тауба, 33 аят: «Хуаллази арсаля расуляху бильхуда ва динил хак». Он тот, кто отправил своего посланника бильхуда, с хидаятом, с наставлением, ва динил хак, и истинной религии, лиюзхираху аля дине кулли, чтобы эта религия стала явной над всеми религиями. То есть самый главный над всеми религиями. Валяу карихаль мушрикун, даже если это не желают мушрики. И посредством этого слова Аллах Субхану ва Тааля возвеличит народы, возвеличит люди, тех, которые приняли это слово. Фаяджалюхум мин ахлиха, и Аллах Субхану ва Тааля сделает их из людей этого слова. И Аллах Субхану ва Тааля унизит некоторых этих слов, это тех, кто не принял эти слова, и они подчинятся этому слову. Тут некоторые сказали, имеется в виду то, что перед судным днем будет такое время, когда не будет на земле человека, который не исповедовал бы ислам. Или он будет исповедовать ислам и примет это и возвеличивается, или он подчинится этому слову, даже если он не желает. И потом Аль-Микдад ибн Аль-Асвад сказал, объясняя эти слова, сказал: «Фаякуну дину куллуху лиллях», и будет религия только Аллаха. Сборники Ахмада приводят хадис, сборники Ахмада. 43-й хадис, это не хадис, это слова табиина. Вахаб ибн Мунаббих, рады Аллаху анху, да будет доволен им Аллах, было ему сказано: «Алейса ля иляха илляллаху мифтах аль-джанна». Разве не являются слова ля иляха илляллах ключом рая? Разве слова ля иляха илляллах не являются ключом рая? И он сказал: да, являются. Однако, говорит, «Валякин ляйса мифтахун илля валяху аснан». Нету ключа, у которого бы не было зубчиков, говорит. Да, говорит, ля иляха илляллах является ключами рая. Однако нет ключей, у которых не было бы зубчиков. «Фаин джи'та бимифтахин ляху аснан». Если ты принесешь ключи, у которых есть зубчики, то, говорит, она откроет, фатахаляк, то вот этот ключ откроет тебе дверь. «Ва илля лям яфтахляк». Если не будет зубчиков, то не откроет дверь. И Ат-Тайби говорит: «Ма'на бихаль аркануль арбаа, ай ас-салату вас-сауму ваз-закату валь-хадж». Ат-Тайби — это ученый, который очень много хадисов объяснил. И он сказал, имеется в виду под зубчиками, имеется в виду 4 столпа. То есть намаз, ураза, закят, хадж. И также было сказано то, что под зубчиками имеется в виду все праведные дела включаются, а не конкретные праведные дела. Также сюда входит не только выполнение каких-то праведных дел, но также и оставление греховного.
то если вот будут выполняться дела, то дверь откроется в начале. То есть человек зайдет из первых, без того, чтобы быть наказанным в огне. А если не приведет ключ, у которого есть зубчики, под которыми есть дела, имеется в виду под зубчиками, то что? В начале эта дверь что? Не откроется, да. Вначале дверь это не откроется. Но откроется что? После того, как человек будет наказан, или после того, как Аллах Субхану ва Тааля простит человека. Или Аллах Субхану ва Тааля простит этого человека, или этот человек будет наказан. Приводит хадис в Бухари. Бухари приводит его как это название главы. Следующий хадис, 44-й хадис. И этот хадис приводится от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ида ахсана ахадукум исламахум, ида ахсана ахадукум исламахум, факуллу хасанатин я'малуха туктабу лаху би'ашри амthaliha иля 700 ضعфин, вакуллу саййатин я'малуха туктабу бимислиха хатта лакия Аллах». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида ахсана ахадукум исламахум». Если кто-либо из вас ахсана сделает ихсан, то есть улучшит, сделает лучшим свой ислам, будет искренним только ради Аллаха, как Аллах Субхану ва Тааля, подобно как Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Баля ман аслама ваджхаху лилляхи ва хуа мухсинун». И тот, кто аслама ваджхаху лиллях, тот, кто подчинил свой лик Аллаху. Аллах Субхану ва Тааля именно использовал лик, свой лик, Аллаху подчинил свой лик Аллаху, потому что самое почетное у человека является именно из всех частей тела, это лицо. Поэтому запрещено ударять по лицу. И если человек подчинил, сделал саждя и опустил свой лик, самое почетное то, что у него есть, перед Аллахом Субхану ва Тааля, то естественно, что все остальное тело его также что? Подчинится. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: и кто подчинил свой лик Аллаху, то есть был искренним, ихлас, не было ширка, не было куфра, вахуа мухсин, и он был мухсином, праведником. Сура Бакара. И тот, кто улучшил свой ислам, факуллю хасанатин, то за каждое благое дело, которое он сделает, будет записано 10 подобных. То есть, когда мусульманин делает какое-то праведное дело, то можно смело сказать, то, что за вот это праведное дело как минимум запишется 10 праведных, подобно этому делу. Иля 700 ضعфин, до 700. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: до 700. И увеличится до 700. Имам, ученый, которого звали Аль-Маварди, сказал то, что увеличение праведных делов не может быть больше 700. Однако имам Навави сказал, что это ошибка является, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в сборнике Муслима приходит этот хадис, сказал то, что увеличиваться будет до 700 и больше. До 700 и больше. То есть в количестве нету ограничений. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал 700, это как в аяте приходит, для того, чтобы пояснить, насколько много можно увеличивать. Как пример только, а не для того, что это ограничение. Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Бакара, 261 аят: «Маталу ллазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллах». Пример тех,
кто расходует свое имущество на пути Аллаха, подобны, то есть их пример подобен зернышку, которое было посажено, и это зернышко взрастило 7 колосков. То есть из одного зернышка выросло 7 колосков. И в каждом колоске 100 зернышек. Сколько это будет? 700. И Аллах Субхану ва Тааля тут указал, как могут это увеличиваться дела перед Аллахом. Ты сделал одно, дал один раз садака, и как будто бы ты это праведное дело посадил зернышко, и это зернышко дало плод, то есть 7 колосков, и в каждом колоске было по 100 зерен. Однако, как мы говорим, 700 это как пример только приходит, чтобы, если человеку сказать, много будет, то он понимает, что много. Но когда говоришь 700 и больше, тогда вот у человека больше побуждений есть к делам. Однако из этого хадиса берется то, что за каждое праведное дело дается, если он выполнил это праведное дело, 10 подобных. 10 подобных. Поэтому, так как мы знаем, если человек вознамерился сделать праведное дело, но не сделал, ему записывается как одно благое дело. Однако, если он сделал, то минимум ему записывается 10. А ты можешь это еще увеличить намного больше. Вакуллю сайиатин, и каждый грех, который он совершает, записывается перед Аллахом Субхану ва Тааля бимислиха, то есть как один грех, подобно этому греху. То есть один грех записывается как один грех, пока он не встретит Аллаха. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу.